До финального дня голосования за объекты благоустройства осталось чуть больше недели. В Коми свой выбор сделали уже 24 800 человек. В некоторых городах люди жалуются на то, что не справились со схемой голосования. Что портал госуслуги неудобен для людей пожилого возраста. Но именно для такой категории граждан в каждом муниципалитете создан волонтерский штаб. Активисты дежурят в общественных местах и готовы помочь в любом вопросе. Как республика включилась во всероссийский опрос и где живут самые неравнодушные жители, знает Татьяна Супряткина. С первого дня голосования в лидеры вышел Сыктывкар. Жители активно включились в общественную битву за объекты. В столице их 12, лидирует Соборная площадь. По мнению большинства, это самый центр столицы, любимое место для прогулок семей с детьми. А потому необходимо облагородить и сделать ее еще комфортнее для отдыха. Следом за столицей Воркута. Здесь из 4 объектов впереди сквер на улице Бульвар Пищевиков. Уважаемые воркутинцы, жители республики, прошу активно подключиться к федеральной программе «Комфортная городская среда» и выбрать 4 варианта благоустройства дворовых территорий, железной дороги, аэропорта, бульвар Пищевиков. Это от каждого из вас зависит, где, в каком районе будет благоустроен двор, улица или площадь. Все в ваших руках. Дорогие воркутинцы, я искренне поддерживаю Руслана Исамагомедовича в его призыве. Прошу вас также принять участие в голосовании и выбрать благоустройство той территории, которая вам будет необходима и где вы будете себя чувствовать комфортнее. Способов для голосования много. И через портал госуслуги, и через сайт 11городсреда.ру. Даже создан чат-бот. Новинку разработали специалисты Республиканского центра управления регионом. Но в некоторых муниципалитетах все же возникли сложности. Большой процент категории пенсионного возраста, которые вообще недоступны голосованию через госуслуги. Но эта категория населения с удовольствием проголосует в письменной форме. То, что подобные проблемы могут возникнуть, было учтено изначально. Во всех городах с первых дней созданы волонтерские штабы. Молодые люди помогают на местах разобраться со всеми вопросами. А также можно проголосовать через волонтера. Это актуально для наших пожилых граждан. Мы записываем номер телефона, фамилия, имя, отчество, и человеку приходит 4-значный код. Он нам называет, мы вводим на планшете, и человек будет уже выбирать одну из 15 территорий. В последние дни заметно потянулась инта. Почти 3000 голосов. К слову, если перевести на цифры, на подушевое количество жителей, то инта и вовсе на первом месте по активности голосующих. В списке в этом приполярном городе 15 объектов. Это самое большое количество из всех муниципалитетов. В инте сейчас лидирует проект по благоустройству тротуара по улице Куратова. Я за что-нибудь пойду проголосую. Я потому что вообще за то, чтобы от людей зависело. Как бы они принимали участие, чтобы жители это ходят, жалуются, да, что вот это не сделано, не сделано. Да ходите, требуйте, просите. Отныне при голосовании на сайте 11городсреда.ру обязательно необходимо ввести адрес электронной почты. По поручению правительства региона каждый житель должен получить обратную связь, чтобы люди видели, что благоустраиваются именно те территории, которые они выбрали. Татьяна Супряткина, телеканал Юргана.